втором полуфинальном матче КДС-5 играет команда Березинская и команда «Фавор» из Полоцка. Посмотрим, «Фавор» смотрится явным фаворитом, так как она обыграла уже финал из города Сморгони в группе. До этого Сморгонь сейчас вышла в финал, обыграв со второго места, обыграв первую команду «Орлов». И сейчас мы будем смотреть, как «Фавор» или не пройдет. Сейчас они будут бороться с «Радостью» из Березинской. Фавориты выиграют матчи, и будем смотреть, будет ли прогноз, покажет ли «Радость» упорную игру, или «Фавор» все-таки уже считается автоматом, попадает в финал. Сейчас будем смотреть, что будет сейчас по ходу игры. Первый удар в исполнении «Фавора», и вратарь «Радости» ловит этот мяч. Высокий прессинг в исполнении команды «Фавора». Мяч уходит на угловой. И угловой еще раз повторяю. Опасный момент, и мяч уходит в аут. Неплохой дриблинг в исполнении, но в концовке эпизода он потеряет мяч. И «Радость» из Березинской выходит из обороны, но нет. О, видишь, Рома молодец. Не ошибайся. И был момент исполнения «Радости», которая могла открывать счет. Удар получился не слишком хороший, и мяч пролетел в считанных миллиметрах от штанги. Еще одна атака, и вратарь выбивает этот мяч. И это всего лишь аут. Неясный эпизод в середине поля. И аут в исполнении команды «Фавор». Пока что команда в моментах. Трудно сказать этой игры, чтобы проходит равная борьба, считайте, в центре поля, от ворот до ворот. Особо опасных моментов было буквально несколько штук. Один около команды «Фавор» и один около команды «Радость». Так что пока мы наблюдаем равную игру. Дальние удары использует «Фавор», не приносит им пользу. Счет 0-0. Пока обе команды имеют равные шансы на выход в финал. Опасный момент около ворот. Команда «Радость», удар. Он проходит мимо. Пока что команда не может раскрыть свой потенциал. Это можно сказать и про «Фавор», и про «Радость». Тайм-аут. Тренер «Радость» берет тайм-аут, чтобы как-то выровнять игру. В команде в атаке было пару моментов, но они их не реализовали. И «Фавор» физически пока что немного превосходит своих оппонентов. Посмотрим, какие несет поправки несет тренер, какие будут коррективы после.
контратаку, которую подавили в зародыше. Вот это может эпизодично успеть. Стенит игрок, не успевает за мячом. Power будет ТВ носить мяч в аут. Из аута. Дальний заброс, удар головой. Удар получился хороший, но мимо ворот. Хотя заброс на дальнюю штангу. И это момент радости. Такой хороший черпак получился, но игрок не с вратарем. И радость. Вратарь выносит мяч. Неразбериха. И удар, который не приносит никакой. Это был очень неплохой момент радости. Хорошие шансы на выход в финал. Мы видим, что они очень хорошо огрызаются, не дают навязывать свою игру и фавору, чтобы дойти до финала, приложить неимоверные усилия. И первый тайм подходит к своему завершению. Скоро судья даст свисток. Счет 0. И атака. Игроки из радости отбирают мяч. Нет, все-таки фавор. И это аут. Напомним, что если в основное время не будет забитых мячей, то дополнительное время. И перерыв. Свисток на перерыв. 0-0. Так, мы видим, как тренер силы выиграть своей команды. Во втором тайме определяется второй финалист. Команда, которая будет играть за третье место. Посмотрим. Счет 0-0. Примерно равная. Фавор проходит более такую позиционную игру, а радость играет на контратаках, но эти порой бывают очень опасные, и они были близки к голу. Катает мяч в центре поля, пас вперед. Заброс на дальнюю штангу, мяч не долетает, отбирают игроки радости, но не знают, что с ним убивает вперед. И может получиться атака, проходит игрок одного, в блок, и это удар. Вратарь фавора закидывает мяч далеко. Много в команде радости всегда умеют навязать верховую борьбу. И пока 0-0. Команды показывают равную игру. Дальний вброс. Сейчас на длинного игрока на своего. Хороший пас на дальний. И вновь заброс на длинного игрока. Смотрим, что покажет фаула. Игрок ходит одного, второго. Мяч под себя. Дает на дальнюю. Но вратарь выскакивает на перехват и отбирает мяч на своего игрока, но он не добегает до мяча. И вратарь фавора вновь закидывает мяч в такую, скажем, переброску исполнения вратарей, который кидает мяч от штрафной до штрафной. Атака в исполнении радости, но не смогут выкатить за центр. Одного, дает пас на второго, в стеночку играет, пас на дальнюю, и игрок упускает такой прекрасный момент. Не смог обработать мяч. Возможно, какой мы бачили хорошие девятки, который отобрал сам мяч в центре поля, сам пробежал, сам пробил, и вот еще одна атака в исполнении. Радость прессингует фавор, фавор пока что не знает, что делать.
игроки не могут разобраться с мячом. Радость проводит просто великолепный матч. И вратарь Радость играет очень уверенно. Пас на лидера команды 9-го. Пас на дальний не проходит. И вот игрок под 7 номером, 14 номер, выбивает просто мяч. Пока что точная игра в центре поля. Но как-то мы видим комбинацию от Радости. Ах, какой момент упускает. Да. Удар. И это контрполнение Радости. Получится она или нет? Вроде бы получилось, но выскочил за спину игроков. И отобрал мяч с исполнением команды Радости. Что же будет? Дело дойдет до удара. Ну что до удара, второе надо добивать. Точно. И пока что исполнение вратаря. Можно сказать, переброска со штрафной в штрафную. И вот это прекрасное исполнение игрока Радости, но мяч все-таки за лицевую. Посмотрим, что нам в атаке фавор. Бывает мяч вперед, на 14 номер его отбирает. Пас. Мяч убирает вперед, но обратно перехват. И игрока свалили, нет. Играет до конца. Пас на 14-ю, комбинационная игра показывает Радость. Выбивает мяч вперед, но игрок немножко недопонял партнера. Дальний удар в исполнении фавора не приносит пользы. И посмотрим, что в этой атаке нам фавор. И мы видим, как вратарь Радость свою команду от гола. Атака в исполнении фавора. Игрок бьет, и вратарь вновь совершает великолепный сейв. И это хорошее исполнение девятки. И мяч не был введен с линии, и судья передает мяча другой команде. Заброс ворота, но вратарь ловит мяч. Удар в исполнении игрока фавора, но блокирует его. Что ж, это напряженная игра, второй тайм подходит к концу. 0-0, и нас ждет дополнительное время. Пока не видели забитых голов, но игра очень напряженная. Моменты имеет как фавор, так и хороший удар головой исполнения 9-го номера. Тренер подсказывает команду, что играл в обороне. И вот атака в исполнении фавора, удар. И что же судья скажет? Аут в исполнении команды. Игроков фавора, которая совмещается с индивидуальным высотным. В защите Радость действует просто великолепно. Никаких фавора. И голкипер, и команда в обороне. Здесь хорошо. Фавору ничего сделать. И мы видим. Оторвали, молодцы.
И теперь будет время. Мы видим 2 дополнительных тайма по 3,5 минут. Что ж, эта игра очень напряженная, очень интересная. Возможно, после матчевые пенальти. Какая разумеется хорошая борьба за то, чтобы играть в финале КДС. И это был просто великолепный момент в исполнении 9-го номера команды «Радость», но над верхней девяткой. Заброс, и вратарь ловит этот мяч. Повар, что пока что ничего не может придумать, кроме как удар. Комбинационный футбол не до конца получается. Удары идут за ударами, и это угловой удар. И это был хороший момент, удар, еще один удар, но все блокирует защиту. Вратарь демонстрирует уверенные действия и кидает мяч в перерыв. И все-таки игрок «Радости» не смог до конца работать этот мяч. Осталось еще не так много времени для того, перерыва, и это очередное угловое исполнение фаула. И смотрим, какие неплохие индивидуальные действия исполнения игры. Но пока что ничего не происходит на поле такого паса. Что же будет? И вот отбор, прорыв вперед, подкат сзади, судья. Продолжаем играть. Осталось секунд до конца дополнительного времени. Счет 0-0. Потеря мяча в центре поля, но все-таки получилось игроку фавора сохранить мяч. Не знаю, и вратарь снова же демонстрирует уверенные действия. Пока что оба из вратарей показывают запрещенную игру, но на команду «Радости» оказывается более такой весомый прессинг, фавор, поддав. И аут переходит в команду. Для исполнения команды «Радость». Это конец первого тайма дополнительного времени. Осталось 3 минуты для того, чтобы выявить финалиста КДС-5. Или мы будем с вами смотреть после пенальти. Исполнение 8-го номера фавора, но он экспертно залетел.
дальними серии дальних ударов, но пока что вратари действуют уверенно, сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Посмотрим, это очередной исполнение игроков Фавора, что он принесет. Видим, завершения немножко не хватает. И вот сольный проход со номера. Ишь. Ничего не получилось. Пока что ничего не получается. И Фавор просто выкидывает мяч вперед. И удар исполнения как радость. Не поставить какие-то рун себя. Фавор забивает гол. Какой курьезный гол. Что ж, друзья, скорее всего, после матча пенальти мы не увидим. Самоотверженная игра игроков радости. Но радость просто так не сдается, не даст Фавора. Немного расстроен, конечно, этим голом. Конечно, порадуется за команду Фавор. Хоть и так хотелось видеть после матча пенальти, но все же команда продемонстрировала свою силу и забила этот мяч. Неплохой удар от команды Фавор. Контратаку исполнения игроков радости. Мяч застрял в центре поля. И мяч пролетает над верхней девяткой. И Фавор вырывает победу во втором тайме дополнительного времени. Можете сказать. Ну что ж, финал. Орлы. Это мяч за третье место. Орлы радость и финал Фавор. До скорой встречи.